Так, слово для выступления предоставляется представителю Верховного суда Искаков Эркинул Бахборович. Уважаемый суд, по 3 заявлениям Верховным судом были подготовлены письменные заключения, которые были направлены в адрес Конституционного суда. И хотел бы начать непосредственно по ходатайству заявителя Москаленко. Конституция Кыргызской Республики гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законом, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. Каждый вправе защищать свои права и свободы, а также обеспечивать восстановление нарушенных прав всеми доступными способами, не запрещенным законом. В целях обеспечения полной реализации права на судебную защиту гражданским процессуальным законодательством, помимо проверки законности и обоснованности принятых судебных актов в апелляционном и кассационном порядке, предусмотрено производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу. Данный институт является самостоятельной стадией судопроизводства и представляет собой способ обеспечения права на судебную защиту и права на повторное рассмотрение дела в связи с обнаружением существенных для дела обстоятельств, которые в момент разрешения дела не были и не могли быть известны заявителю суду. Данная процедура предназначена для возможности возобновления судебного разбирательства и пересмотра уже завершенных дел ввиду вновь открывшихся обстоятельств, которые могут повлиять на результаты решения дела, а не для проверки законности и обоснованности судебных актов. Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики в решении от 31 января 2014 года отмечала, что порядок пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу, представляет собой исключительную стадию гражданского процесса. По своему предназначению и содержанию пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу, используемые в случаях, когда неприменимы или исчерпаны все другие средства процессуальной правовой защиты, призван гарантировать справедливость судебных актов как необходимое условие судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, а также поддержание баланса таких ценностей, как справедливость и стабильность судебных актов. Так, нормативное положение установлено частью 1 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса, регулирующее правоотношения по пересмотру судебного дела, завершенное итоговым процессуальным решением, соответствует своей правовой природе и предназначению и не ограничивает и не умаляет право граждан на судебную защиту, а напротив является гарантом справедливости и стабильности судебных актов. На основании вышеизложенного Верховный суд Кыргызской Республики считает, что часть 1 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса не противоречит частям 4 и 5 статьи 23, частям 1 и 2 статьи 67 Конституции Кыргызской Республики. Обращаюсь в сторону. У вас все, да? Нет, хотел бы перейти ко второму, нашему заключению. По ходатайству Плахутина по делу о проверке конституционности нормативного положения части 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса. Частью 1 статьи 375 ГПК Кыргызской Республики установлено, что вступивший в законную силу акта суда первой апелляционной инстанции пересматривается по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам судом, принявшим эти акты по существу дела. Обозначено нормативное положение части 1 статьи 375 ГПК Кыргызской Республики регулирует правоотношения по пересмотру судебного дела, завершенного итоговым процессуальным решением, что также является предметом рассмотрения обращения Москаленко о проверке конституционности нормативного положения части 1 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса, выраженных словами по существу дела. И принимая во внимание, что вышеуказанное обращение касается одного и того же предмета рассмотрения, Верховный суд по ходатайству Плахутина проверка конституционности нормативного положения части 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса остается на ранее представленной позиции по ходатайству Москаленко. Теперь непосредственно по ходатайству Адылова по делу о проверке соответствия части 2 статьи 267 Административного процессуального кодекса Кыргызской Республики. Институт пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам является самостоятельной стадией судопроизводства и представляет собой способ обеспечения права на судебную защиту и права на повторное рассмотрение дела в связи с обнаружением существенных для дела обстоятельств, которые в момент разрешения дела не были и не могли быть известны заявителю суду. Данная процедура предназначена для возможности возобновления судебного разбирательства и пересмотра уже завершенного дела ввиду вновь открывшихся обстоятельств, которые могут повлиять на результат решения дела,
а не для проверки законности и обоснованности судебных актов. Опять же, переходим к решению Конституционной палаты Верховного суда от 31 января 2014 года, в котором палата отмечала, что порядок пересмотра по вновь открывшихся обстоятельств судебных актов, вступивших в законную силу, представляет собой исключительную стадию гражданского процесса. По своему предназначению и содержанию пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу, используемых в случаях, когда неприменимы или исчерпаны все другие средства процессуальной правовой защиты, призван гарантировать справедливость судебных актов как необходимые условия судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, а также поддержание баланса таких ценностей, так как справедливость и стабильность судебных актов. Так, норма установлена в части 2 статьи 267 Административного процессуального кодекса Кыргызской Республики, регулирующая правоотношения по пересмотру судебного дела, завершенного итоговым процессуальным решением, соответствует своей правовой природе и предназначению и не ограничивает и не умаляет права граждан на судебную защиту, а напротив является гарантом справедливости и стабильности судебных актов. На основании вышеизложенного Верховный суд считает, что часть 2 статьи 267 Административного процессуального кодекса Кыргызской Республики не противоречит части 4 статьи 23, частям 1-2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. У вас все, да?